В Абеги прошел круглый стол о ценностных приоритетах в воспитании личности. К разговору о том, как важно прививать и продвигать такие понятия, как патриотизм, гражданственность и правильные духовные ориентиры, были приглашены ученые, общественные деятели, представители молодого поколения. Организаторы дискуссии – Абхазский институт гуманитарных исследований имени Дмитрия Гуля и представительство Россотрудничества в Абхазии. О том, каким получился разговор, что решили участники круглого стола, будем говорить с Натальей Каюн, сотрудником представительства Россотрудничества в Абхазии, и Ардой Ашуба, директором Абхазского института гуманитарных исследований. Здравствуйте, уважаемые гости. Интересная тема заявлена. Насколько, как вы считаете, своевременно обращение к таким вопросам, к такой теме? Здравствуйте, дорогие слушатели. Действительно, вот эта тема, которая обозначена, ценностные приоритеты в системе духовно-нравственного воспитания личности, сегодня, когда столько вызовов нам дает время, сложных вызовов, серьезных вызовов, сегодня очень важно активное вот такое взаимодействие различных сфер жизнедеятельности человека. И, конечно же, в сфере духовно-нравственного воспитания приоритеты – это образование, просвещение, наука, воспитание. Но это прежде всего. Поэтому именно вот этими акцентами и был определен наш выбор. Выбор связан, конечно же, с учеными, с институтом, с Абхазским институтом гуманитарных исследований, где сосредоточенный цвет абхазской национальной науки, культуры. И очень много проблем, которые сегодня возникают, именно связаны с тем, как же передать то, что изучает наука. Как же сделать так, чтобы те открытия, которые делаются учеными разных стран, они доходили до молодого поколения. Поэтому я хочу обратить внимание особое на то, что иногда в некоторых странах очень важные министерства называются по-разному. Я имею в виду Министерство образования. Какое-то время оно называлось в каких-то странах и называется Министерство просвещения. Это вот такое перемещение акцентов, оно как раз-таки говорит об очень важном единении, что надо не только изучить, что делает наука, но надо донести. То есть доносят мероприятия, которые имеют именно акцент просветительский. И вот именно в этом плане мы и построили вместе с Абхазским институтом гуманитарных исследований наш разговор. Да. В разговоре принимали участие ученые, я так понимаю, Арда Энверович. Насколько у нас вот эти темы, как гражданственность, патриотизм, любовь к родине, то же самое, но тем не менее какая-то ответственность, да, служение родине. Насколько вот эти вещи связано, скажем, с наукой, может быть, с изучением каких-то фольклорных там традиций и прочее. Что вот вы думаете на эту тему? Насколько вообще наука и вот такие вещи, как воспитание, прививание каких-то правильных ценностей, и совместимы, насколько они идут в ногу? Благодарю за приглашение. Мы не первый день, не первый раз совместно с Россотрудничеством проводим, но эта тема в наше время очень актуальная. Во-первых, историки, этнологи, языковеды, фольклористы, все ученые говорят на эту тему. Это очень важно в наше время как никогда. Почему? Потому что, говоря об Апсваре, многие даже детали не понимают. Это и философия, и психология, и воспитание, и это ответственность. Взрослый человек всегда несет ответственность. Надо говорить молодому человеку, что он родился, имея обязанность перед Родиной, перед своим народом. Как сказано в Библии, люби ближнего как самого себя. И если ты не будешь любить себя, и если ты не будешь ценить, уважать старших, и не будешь примерным в обществе, тогда нет уважения. Это одна сторона, как ты должен себя вести. Но как ученый, как преподаватель, как взрослый человек, ты должен ежедневно говорить. Мы живем в таком обществе, что
нет у нас в стране это я должен, ты не должен, или ты должен, я не должен. То есть вот то же самое, стоя, скажем, внутри храма, я буду молиться, ты не молись, ты греши. То есть мы все вместе должны бороться к тому, чтобы в наше время, когда меняется все, как бы становится легче жить, разбогатеть, не видеть, у которого нет на хлеб денег, да, вот, чтобы быть добрым человеком, сам должен показывать пример в семье. Раз ты показываешь в семье, значит, и твои дети тоже будут. Конечно, я не хотел бы все эти тонкости говорить, но, например, вот давайте посмотрим, как в наше время играют свадьбы. Пышные столы, но многие голодают. Многие приходят, жалуются, почему вы разрешаете настолько то, что несовместимо с Апсора, проводить такие свадьбы. Я образно говорю, сейчас конкретно не буду называть имена. Но что касается вот защиты Родины. Если я не буду себя защищать, то как же я буду защищать Родину? Значит, я не должен принимать алкоголь, я не должен принимать наркотики, я не должен нарушать дорожное движение, там правила дорожных движений. Я не должен относиться, как бы не замечая старших или младших. Я несу ответственность. Значит, мы все вместе должны выполнять одну задачу. И наша тема, наш круглый стол очень положительно сыграла. Приняли участие государственные служащие, авторитетные люди, у которых есть большой жизненный опыт, молодые и ученые, которые повседневно занимаются этими вопросами. Значит, это становится очень актуальным, потому что у каждого на сердце остается какой-то недостаток, что делается в обществе, и больно становится. И потому мы всегда вот стараемся, чтобы отрезвить, чтобы вот просто посмотреть со стороны, или же, когда по утрам мы смотрим на зеркало, видим, да, вот так же вот на совесть. Совесть должен видеть те вещи, которые ты делаешь негативно. Вовремя ты должен себя остановить. И вовремя ты должен говорить, ну, это как бы пророческое, да, вот что это настанет ужасный день, если мы не будем вести себя достойно. Считается в Апсоре пхащароп, да, позор, это стыд, это не только мне, но и моим родителям, но и будущим тоже становится стыдно, пятно остается. В вещах, если пятно, значит, можно отстирывать, но в совести тогда никогда не отстираешь. О значимости события хотелось бы поговорить. Почему именно сейчас вот в Абхазии так важно было поднять тему о ценностных приоритетах? Вот немножко сказал Арда Энвирович об этом, в том числе и воспитании личности. И что стало главным импульсом, да, при вот задумке, при возникновении и при организации этого круглого стола? Спасибо за вопрос. Вопрос очень хороший, который как раз-таки предполагает, мне кажется, четкий ответ. Для чего мы собрались? Просто поговорить или к чему-то прийти? И вот здесь Арда Энверович уже сказал, что участниками круглого стола были люди разных поколений. Были действительно очень видные общественные, государственные деятели. Была молодежь. И, естественно, поскольку организаторами являлись два учреждения, это представительство Россотрудничества и Институт исследований гуманитарных, то мы обратили внимание на то, что были же представители и новых организаций, которые российские организации. И если это сочетать с целью представительства Россотрудничества, то цель, конечно же, это достижение гуманитарного сотрудничества, это развитие образования, развитие каких-то культурных связей. Через что? То есть через проведение тех мероприятий, которые именно транслируют культуру двух народов: российской культуры, русской культуры и абхазской культуры. Потому что один из важных моментов, который мы определяли
при планировании этого мероприятия как раз-таки был связан с соблюдением и сохранением вот этих историко-культурных традиций, российско-абхазских традиций, потому что этим вопросом занимаются и Абхазия, занимается и Россия, и здесь очень много примеров можно привести, которые достойны подражания. Это и в области культуры, это и в области просвещения, в области науки, образования и так далее. Поэтому вот эта стратегия, выработка стратегии взаимодействия и сочетание своих мероприятий, да, каждой организации, будь то общественная организация и государственная организация, это важно, чтобы это было во благо нашей молодежи. А были вот это главное. В конце встречи, ну, там, как резюме, например, может быть, какие-то договоренности или какой-то план сотрудничества, взаимодействия вот между теми организациями, которые там находились, возможно, которые не находились, но, например, есть какие-то контакты, там, абхазские, российские, взаимные какие-то отношения, да, проекты, например. Это правильный вопрос, потому что любое обсуждение столь важной, особенно проблемы, оно требует, ну, если так, в общем, говорить, какой-то резолюции, какого-то решения, что к чему должны прийти стороны, которые обсуждают такой важный вопрос. Что признать? Признать важность объединения людей, которые идут в одном ключе, выработать механизмы, самое главное, взаимодействие, потому что сегодня мы сталкиваемся со многими очень такими явлениями, когда очень много проводится мероприятий. Очень много проводится мероприятий, некоторые жалуются, что слишком много, что не остается время для учебы. В чем-то это, в общем-то, объективно есть такое явление. И вот поэтому надо выработать было какую-то определенную стратегию, потому что действительно мы работаем же во взаимодействии с организациями общественными, да, и, конечно, очень трудно иногда государственным учреждениям понимать, что делает одна организация, что делает другая организация. Поэтому вот это очень четкое согласование, да, с нашими государственными учреждениями, что мы и стараемся, что представительство и старается делать. Вот. Поэтому это очень важный вопрос, но это уже такой, скорее, технический вопрос. Да, потому что главное, не главное переборщить. В воспитании нельзя переборщивать, потому что все то, что делается, но оно должно делаться обоснованно, оно должно делаться с учетом возрастных особенностей, с учетом национальных особенностей. И вот это очень важно, что и старается делать представительство Россотрудничества, потому что нам в этом году 16 лет. Это достаточно серьезная дата. 16 лет деятельности, которая направлена на взаимодействие, на сотрудничество, но в области, прежде всего, гуманитарной. Это же не только квоты, которые выделяются, за что можно сказать большое спасибо Российской Федерации, но это вот мероприятия, связанные с именно популяризацией вот этих историко-культурных традиций. Мы очень много проводим конкурсов, а наши дети, которые участвуют в этих конкурсах, потом выезжают в Россию. И приезжают уже дети с более таким широким багажом знаний. В плане, они же увидели что-то другое, и они могут это другое воспринимать правильно и передавать. Вот поэтому тот вопрос, который был задан, наука, да, но наука. А для чего наука? А наука, она, если популяризируется, она ведь способствует развитию мышления. Ребенок мыслит, ребенок хочет дойти до самой сути во всем. И вот это очень важно. Спасибо. С какими главными вызовами сталкивается сегодня традиционная система ценностей в Абхазии? Если говорить, что вот мир меняется, мир модернизируется, да, а традиционная система ценностей в Абхазии, насколько она соответствует всем вот этим веяниям, скажем так, насколько она устойчива, насколько она может трансформироваться и где она не должна трансформироваться? Вы знаете, в наше время, если, как пожарные говорят, лучше вовремя предупредить, чем потушить, да, вот в наше время мы должны вот предвидеть, что мир меняется, что требования европейские, там, то, чего
чуждо для нашей культуры. Да, вот слишком свободно, слишком демократично, слишком дозволенность. Ребенку там еще не исполнилось 10 лет, он выбирает то, что он хочет. В нашем культуре это отсутствует. И чтобы этого не было, мы подчеркиваем, что система Советского Союза в области образования и воспитания очень надо ценить. И в наше время образование и воспитание должно быть вместе. И особенно молодежь, у которого есть интернет, у которой есть всякие возможности, которые не различают, но чтобы он мог вовремя себя остановить, ценность, да, духовная ценность. Ну, во-первых, это человеколюбие. Человеколюбие – это, значит, ты любишь себя, ты должен любить друга. Значит, ты должен уважать его культуру, его язык. То есть это одно целое. Тогда вот мы, старшие, должны обязательно направлять, что такое хорошо, что такое плохо. Да? В нашем обществе мы, да, постараемся, потому что мы не умеем рекламировать, но в Абхазском институте многое делается, совместной конференции с российскими учеными. Приглашают наших ученых. Вот, например, недавно вот читали лекции в Ставрополе, в Северокавказском федеральном университете, культурный код Апсуара. Студентам Северокавказского федерального университета, им интересно, что такое Апсуара. Живем на Кавказе, но все же таки хотелось бы, чем мы отличаемся. Но мне кажется, это понятие настолько сложно объяснить, если его не прочувствовать изнутри. Да? Я с вами согласен, да. Но тем не менее надо будет показывать своим поведением. Никак вы не можете вот объяснить и доказать, если вы не являетесь носителем этой культуры. Если вы попросили водичку, если я не встал, не принес, значит, то, что, как обычно, на рынке покупается, тогда вы подумаете, что просто так бесплатно подать невозможно. То есть в Апсуаре это должно быть все искренне. Вот на самом деле, и ты должен показать своим примером человеку, что ты не грешен и хочешь, чтобы твой сын, твой друг, племянник, родственник, чтобы они так же себя повели. Вот сейчас я вот думаю о том, что вот вы неоднократно как-то говорите Апсуара в контексте вот, каких-то христианских ценностей. Насколько они совпадают и противоречат, насколько они не входят одно в другое? Никогда ни за что не противоречит, во-первых. Слава Богу, в Абхазии никогда не было межрелигиозных какие-то конфликты. И в мусульманстве, и в христианстве. Человек, который будет жить по правилам совести, между ними никогда не будет. Ведь мы всегда вот в Абхазии с гордостью говорили: сосед мой грузин, армянин, еврей, русский, не имеет значения, я могу оставить своего ребенка пойти, значит, я знаю, что ребенок не будет голодный. Ребенку не предложат что-либо плохое. Значит, в таком обществе, вот вместе, когда растут дети, так они будут друг друга всегда поддерживать. Если кто-то споткнется, так другой появится. Вот вместе мы должны быть настолько глубоко изучать культуру и язык, что друг друга всегда будем поддерживать. Если говорить о понятиях там, патриотизм, гражданственность, да, чувство ответственности, там, служение Родины, насколько вот эти понятия в Абхазии и в России, во-первых, близки, есть ли к чему, допустим, поучиться россиянам у Абхазии и наоборот, абхазам у россиян? Вопрос действительно очень трудный, но, знаете, есть какие-то общие... В вопросах сохранения ценностей. Общечеловеческие. Общечеловеческие ценности вне национальности. Конечно, национальные традиции – это очень важно почитать, потому что через национальные традиции сохраняется и нация. И поэтому это очень важно. Общечеловеческие ценности, они общие для всех. Это понятие чести. Это понятие справедливости, это понятие достоинства, это понятие благородства, это именно человеческое. Он может быть необразованный человек, он может не заканчивать вузов. Но а сколько у нас таких наших стариков в селе живут, очень мудрых людей. Да, я встречала таких, перед которыми просто преклоняешься,
но они не имеют высшего образования, но они благородны по своей душе и по своей человеческой сути. Вот именно человеческая суть через собственный пример, вот именно пример, который позволяет передать его и вырастить достойную молодежь. И самое главное, все-таки не забывать очень важную истину. Говорить с детьми, говорить старшему поколению, беседовать, а задавать вопросы. А если вот день прошел, ребенок пришел со школы, кто с ним говорит? Кто у него спрашивает? А что ты сегодня сделал? А что тебя сегодня поразило? А что тебя сегодня удивило? А что по дороге ты увидел или кого ты встретил? И так далее. Вот это умение говорить с молодежью как раз-таки и есть та форма передачи от старшего к младшему тех мыслей, которые должны вот это сохранять преемственность. Вот в ходе круглого стола получился ли разговор? Кто что предлагал? Вот, может быть, были какие-то интересные мысли, которые вот вам хотелось бы сейчас процитировать, или какой-то интересный взгляд на эти вопросы, которые были подняты? Ну, вы знаете, мне очень удивило и не то что порадовало, когда вот выступал Юрченко, он говорил о храмах в Ярославле, сколько в этом небольшом городе, где население почти такое же, как, по-моему, Сухуми, да, он говорил, что там очень-очень много храмов, очень много храмов. А для чего строились храмы? Видимо, они как раз-таки строились потому, что чего-то не хватало в семье, в обществе. Фактически любое пространство, вот почему как раз-таки это связано с мероприятием, без популяризации, любое пространство, если там проходит что-то, оно объединяет людей. Она объединяет людей на что-то хорошее. И поэтому вот это проведение мероприятий, то есть популяризация того хорошего, что есть в каждой стране, вот это, конечно, один из методов сохранения вот тех нравственных принципов, которые есть у каждого народа. Вот, кстати, вот если говорить об объединяющем моменте, вот это же, ну, как бы ценности, какие-то примеры, ориентиры. Это то, что объединяет людей, и в том числе вот, ну, наши страны, и вообще, как вы сказали, общечеловеческие ценности. Мне интересно, будет ли каким-то образом продолжен этот разговор, эта тема, может быть, в каких-то других форматах? Вот что-то планируется? Как вы видите вот, дальнейшее развитие, скажем, вот этого вопроса? Вы знаете, вот на круглом столе вот одна тема для всех, и состоялся диалог откровенный. Каждый высказывал из жизненного опыта, и что сегодня видит, и какие могут быть опасения завтра. Совершенно не договорившиеся, все мы об одной и той же проблеме говорили. Диалог состоялся. И при этом хотелось бы, да, вот, чтобы не один, не два, не три раза встречаться, еще глубже об этом говорить. Может быть, если надо будет о создании сборника или там учебника, мы готовы. Потому что мы ведь самое ценное в наше время – это молодежь, которые хотели бы получить и как духовное культурное образование, так и воспитание. Ну и слава Богу, в наше время есть такие опытные люди, да, вот, которые и в работе, и в защите, во всех сферах можно спрашивать и получаешь ответ. Одно дело, когда ты получаешь образование, другое дело, как Наталья Васильевна сказала, невоспитанное. Да? Вот прежде всего, вот воспитание и образование должно быть вместе. И тогда у нас получится все хорошо. Спасибо. Я благодарю вас за интервью. Интересно, как дальше будет продолжаться, скажем, эта тема. Возможно, правда, будет интересный сборник. С удовольствием бы ознакомилась, прочла бы. Вот Наталья Васильевна хочет дополнить. Да, я хочу дополнить. Вот это все хорошо. Мы говорили, да, вроде разные поколения. Но все равно поколения, которые совмещают... Ну, никого не было совсем молодого. Да, то есть не было старшеклассников, не было студентов-первокурсников. А ведь, понимаете, а если провести вот подобный круглый стол, определить
обсудить какую-то очень важную проблематику и пригласить именно вот молодежь определенного возраста. Это 18, 19, 20, 25 лет. И вот их услышать. И вот когда ты их услышишь, ответы, вот у тебя будет тот путь, который нужно идти и который нужно продолжать вести, потому что разговор на добрых началах, на правильных, на мудрых началах, он очень сегодня полезен молодежи. Ну вот и следующий шаг определился. Вот следующий шаг, я думаю, мы так и сделаем. Спасибо большое за интервью. Я напомню, что о том, как прошел круглый стол о ценностных приоритетах в воспитании личности, почему важно продвигать правильные духовные ориентиры, как это поможет понимать людям друг друга и объединять народы. Мы говорили с Натальей Каюн, сотрудником представительства Россотрудничества в Абхазии, и Ардой Ашуба, директором Абеги. Спасибо большое.